1 февраля 1942 года в эфир вышла первая программа «Голос Америки» на немецком языке. Hier spricht eine Stimme aus Amerika. Aus Amerika im Krieg. Unsere Stimmen kommen zu Ihnen aus New York. This is a voice speaking from America. Основателем «Голоса Америки» стал президент Франклин Рузвельт, который сделал то, чего до него не делал ни один президент США. Он создал государственное средство массовой информации. Американцы традиционно считают, что государство не должно владеть и управлять СМИ. Однако в условиях Второй мировой войны Рузвельт счел правильным отреагировать на германскую и японскую пропаганду на английском языке, которая велась талантливо и изобретательно. И США создали свою станцию вещания, чтобы доносить до слушателей во всем мире американскую точку зрения о происходящем. Ныне штаб-квартира «Голоса Америки» находится в Вашингтоне. Во время Второй мировой войны она была в Нью-Йорке. После окончания Второй мировой войны началась холодная война. И одной из главных аудиторий «Голоса Америки» стали слушатели в Советском Союзе, до которых доносили правдивую информацию из-за железного занавеса. Говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки». За 75 лет работы «Голос Америки» пережил множество изменений, но некоторым из них было суждено остаться навсегда. Вот, например, хартия «Голоса Америки», которую в 1976 году подписал президент Джеральд Форд. В ней говорится: в долгосрочных интересах Соединенных Штатов напрямую общаться с народами мира с помощью радио. Чтобы быть успешным, «Голос Америки» должен завладеть вниманием и заслужить уважение слушателей. Принципы работы «Голоса Америки». «Голос Америки» будет служить надежным, авторитетным источником новостей. Новости «Голоса Америки» будут точными, объективными и всеобъемлющими. «Голос Америки» будет представлять Америку, а не какой-то один сегмент американского общества, и в силу этого будет представлять сбалансированное и всеобъемлющее описание значительных американских идей и институтов. «Голос Америки» будет представлять позицию Соединенных Штатов ясно и эффективно. Кроме того, будет представлять дискуссии и мнения об этих действиях. Ныне «Голос Америки» рассказывает об Америке и мире на 45 языках. Наша ежедневная аудитория – сотни миллионов человек. И, кстати, называть нас радиостанцией не вполне верно. Мы делаем ставку на телевидение и интернет.